Привет, YouTube! Это рубрика «Шах и мат». Рубрика, в которой мы расскажем о том, как Церковь Христова должна относиться к самым щепетильным темам этого мира и о том, как ученики Христа должны себя вести вне зависимости от любых обстоятельств этого мира. Ну что ж, погнали! Общая конечная цель. Невеста. Невесте. Ого, да ты сейчас много, да, было информации? Ну, достаточно. Это можно часами делать. Мы в сделаем принципе. коротко о важном. Почему надо уходить из церкви? Привет, YouTube! Сегодня мы в гостях у Дениса. И вообще-то самый важный вопрос я сегодня хотелось бы задать. Что такое церковь? Ого, с какого вопроса? Ну, вкратце. Передачи. У нас Что нет именно- здания. Что именно интересует? Церковь это точно не здание, и вообще это не про здание. Это не про вещи, которые видимые. Церковь это прежде всего люди, это прежде всего отношения между людьми, это прежде всего та атмосфера, которая создается вот в этом сообществе людей. И прежде всего это люди, которые посвящены Христу, и они связаны какой-то одной целью, они вместе двигаются куда-то, вместе за своим Господом, вместе за какой-то божественной идеей, которая у них есть. Но вообще это гигантская тема на самом деле. Можно говорить о церкви как о семье, можно говорить о церкви как о теле, можно говорить о церкви как о Божьей армии. То есть на чем мы сегодня акцент сделаем? Я не хочу ходить семью? в церковь. Я из Вселенской церкви. Ты не Почему хочешь я ходить в должна церковь? ходить в церковь? Ну, предположим. Предположим, да? Но это люди, которые сами себя просто обкрадывают. Потому что ходить в церковь это не какая-то оброк или повинность, которую люди должны исполнять раз в неделю. Все-таки церковь это отношение, конечно, во-первых, с моим Спасителем, конечно, во-первых, с самим Богом, потому что это то место, где определенная атмосфера создается, которую ты вообще никогда не сможешь создать, даже если обложишь себя суперпроповедниками из Ютуба или там суперкнигами. Эта атмосфера может создаваться только в сообществе людей, которые вместе поклоняются, они вместе ищут Бога. Поэтому люди, которые не ходят на собрания, на церковные, они просто сами себя обкрадывают. И, например, лично для меня самые большие такие вот знаковые встречи, что ли, с Богом происходили на собраниях. То есть, когда шло поклонение, когда мы там молились, мы как-то особенно, может быть, уделяли время для совместного поста. Это были самые невероятные, наверное, встречи, которые я переживал с Богом. Поэтому я считаю, люди, которые сегодня со Вселенской Церковью дружат больше, чем с поместной церковью, они сами себя обворовывают. На что влияет церковь? Вообще, влияние церкви, может быть, оно недооценено как-то. А церковь, она, конечно же, она влияет на семью. Конечно же, церковь, она влияет. Вот, например, приходит мужчина, приходит женщина, приходят дети в собрание. Они переживают какие-то встречи с Богом, они получают какие-то откровения, и они это приносят в свою семью сразу же, в тот же самый день. Вот он сегодня получил откровение, тут же он пошел. Что делает церковь таким образом? Церковь влияет сразу же на семью тех людей, которые являются частью церкви. Потом эти люди идут на работу, потом эти люди идут на какие-то встречи, они с кем-то общаются. Вот все то, что церковь вкладывает, или то, что вкладывается через церковь в человека, в сердце человека, потом таким образом через человека церковь уже дальше продолжает влиять на общество. Чем больше людей, которые посвящены делу Божьему, чем больше людей, которые ответственно, что ли, относятся к Слову Божьему, чем больше таких людей, тем больше такого влияния божественного. А вот церковь поклонения, что это за церковь? Какое видение, что это вообще? Церковь поклонения. Мы начали эту церковь почти чуть больше 9 лет назад. И эта церковь, она стоит на 3 китах. 3 кита. Когда мы ехали сюда, церкви как таковой не было. Мы начинали все с нуля. И все начиналось сначала с нашей семьи. Потом некоторые друзья, их семьи стали присоединяться к нам. Мы сначала собирались в гостиной, в том месте, где мы снимали квартиру. Потом мы в этой гостиной поклонялись Богу, изучали Писание. Потом мы сняли помещение у баптистов. И слава Богу, церковь начала расти. Первое наше откровение и понимание того, чем мы должны здесь заниматься, что мы должны построить поместную церковь и построить ее с нуля. И это то, чем мы занимались. Второе, Бог нас призвал как церковь, чтобы мы служили церквям в Средней Азии, чтобы мы помогали церквям в Средней Азии. И третий кит, на котором мы стоим, что наша задача в конечном итоге построить не просто церковь, создает церковь Бог, конечно, но
Наша ответственность или наша задача, наше видение, чтобы наша церковь стала местом, где вырастают миссионеры, где вырастают служители, где вырастают люди, которые идут с видением дальше для того, чтобы насаждать другие церкви. То есть это такой, как один человек сказал, апостольский хаб. Это место, из которого выходят люди с апостольским видением, которые хотят распространять Царство Божие, которые хотят расширять Царство Божие. Вот 3, получается, мы заняты развитием поместной церкви. Второе, мы помогаем всем тем церквям, чем можем, которые вокруг нас, в нашем регионе, ну, в русскоязычном мире. Третье, мы в конечном итоге мы хотим построить такой миссионерский центр, чтобы это было место, откуда выходят люди насаждать новые церкви. А кто управляет церковью? Церковью Наш пастор? конкретно в нашем Да, случае? да. Интересно, кто у нас пастор? На самом деле пастор – это всего лишь один из даров, который должен существовать в церкви. Пастор, так сложилось, есть такая традиция, что если церковь, значит руководитель, в ней пастор. На самом деле, если мы читаем Библию без вот этих вот очков традиций, без очков, с которыми люди относятся к Слову Божьему. Если снять все эти очки, многолетняя, там, десятилетняя, вековая традиция, которая существует, если убрать это все, то мы видим, что церковью управляет команда старейшин, команда пресвитеров. То есть это люди, которые являются командой, это люди, они равны между собой. И это люди, которые ищут вместе Бога, и от Бога для себя и для церкви в том числе, они получают какое-то видение, направление и двигают это вместе всей командой вместе с Богом. На самом деле, кто управляет церковью? Иисус Христос – это его церковь. Он создает команду старейшин, и через эту команду старейшин происходит управление церковью. Пастор на самом деле это не руководитель, это всего лишь дар, это как душепопечитель для собрания, для церкви. Пастор, он на самом деле, если мы читаем Новый Завет, он не является руководителем церкви. Руководят церковью старейшины, команда. Привет, пастор Стас. Пастор Стас. Ну так повело. Привет. Нет, так повелось, что без пастора невозможно. Пастор в документах, пастор подписывает какие-то документы, то есть мы перед властью и должны как-то представляться. То есть есть какой-то человек, который представляет церковь в каких-то кругах, и чаще всего такого человека называют пастор. Пастор, если мы читаем Новый Завет, если мы читаем то, что записано в послании Ефесянам, мы видим, что пастор это прежде всего такой же дар, как евангелист, как апостол. Это люди, которые являются определенными дарами для тела Христа. Но когда мы читаем о руководстве, мы читаем об управлении церковью, мы видим, там существует команда, есть старейшины, это могут быть учители, это могут быть пророки, это могут быть люди с апостольским призванием, те же самые пасторы. То есть это могут быть люди с разными дарами, но вместе они являются командой, которая управляет церковью. Вот эта команда, это такой руководящий орган, место управления полетами церкви. У нас есть такая команда? Мы двигаемся к этому. Наша команда из 2 человек всего лишь состоит пока что. Вот, это те люди, которые основали нашу церковь. То есть я и мой верный многолетний соработник, да, соратник, с которым мы вместе начинаем разные служения. Это моя драгоценная жена. И мы в данный момент фактически исполняем это служение как 2 таких старейшины. Но мы в начале пути, мы развиваемся. То есть с ростом церкви будет и наша команда расти. А я хочу стать главной в церкви. В какой союз мне обратиться? Что мне сделать, чтобы быть Я главной? слышал, у нас в стране есть новый союз, который то ли немцы, то ли кто-то, какие-то ребята с Запада начали союз. Вот, и они набирают главных. Вот, готовы, в принципе, как-то поддерживать. Поэтому я потом за кадром обратишься, я тебе контакты дам. Ссылочку оставим в описании. Да. Вот, в принципе, можешь стать главным. На самом деле, главным невозможно себя поставить. Главный это не человек, которого избрали. Главный не человек, за которого там проголосовали какие-то другие люди. Это внутреннее призвание, от которого невозможно уйти. И ты можешь заниматься бизнесом, ты можешь заниматься там, всем, чем хочешь, но все равно ты рано или поздно вернешься к призванию. И если Бог тебя призывает в ту же самую команду старейшин, и это заложено Богом, это будет проявляться во всех твоих служениях, во всех твоих действиях. Все будет двигать тебя к этому. А женщина может быть старейшей? К сожалению. Почему, к сожалению? К сожалению. Ну, потому что, вот как я говорю, мы с Алиной, можно так сказать, исполняем роль старейшин, да, но по-хорошему
Мы больше основатели церкви, чем старейшины. Старейшины – это собрание мужчин. Мгм. Это собрание людей. Не знаю, почему мужчины, я думаю, это мое личное мнение, кто-то может согласиться, кто-то нет. Мужчины, они не настолько легко, что ли, колеблемые эмоционально, это более стабильные эмоционально люди, и они, так как вообще служение церкви – это один бесконечный стресс, там, где люди – это стресс. Там, где люди, это стресс всегда. Вот. И для того, чтобы этот стресс вынести, я считаю, что для этого нужен мужчина. Это человек, который так Богом сотворен, что он способен пройти, пронести и за собой остальных повести, то есть женщин, детей и И всех стариков. остальных, да, и стариков. Мужчина это все-таки эмоционально более стабильный человек. Ну, как ни Как ни крути. крути. Да, как ни крути. А успешная церковь это какая? Успешная церковь, видишь, конечно, можно сказать, что успешная церковь – это церковь, в которой там 1 000 000 человек, у которой есть айпэды, айфоны, крутое оборудование. Но мне кажется, все-таки, если мы читаем Новый Завет, как-то по-другому Бог мерит успех. Если, например, Ефесская церковь, она была там гигантская, она влияла на целый регион, то были церкви совсем небольшие, были церкви, которые находились в постоянном притеснении, это было несколько десятков человек, которые находились в центре языческого мира, который постоянно на них давил и создавал давление, и они не были быстрорастущими церквями, тем более они не были богатыми церквями, но когда мы читаем книгу Откровения, там история 7 церквей, мы видим, что Бог хвалит эти церкви. И Бог говорит очень добрые слова об этих церквях, о том, что они сохранили веру, о том, что они сохранили то, к чему их Бог призвал. Все-таки, я думаю, каждая церковь имеет определенное призвание. И для каждой церкви у Бога есть определенное задание, которое эта церковь должна выполнить. Я верю, что успешная церковь – это церковь, во-первых, живая, во-вторых, это имеющая видение церковь, в-третьих, это церковь, которая постоянно делает над собой усилия для того, чтобы сохранить какую-то жажду, какое-то искание, потому что можно быть большой церковью, но при этом просто течь по течению и идти по инерции, потому что когда-то было движение, когда-то что-то происходило, а сегодня просто мы живем по инерции. Вот я считаю, что успешная церковь – это церковь, которая понимает свое призвание, двигается за призванием, она верна в этом призвании, и сегодня она делает все для того, чтобы продолжать искать Бога. Это самое главное для церкви. А вот исчисляется ли успех количеством людей? Конечно, если церковь делает что-то правильное, то люди вокруг будут каяться. Это однозначно. Даже в самых тяжелых условиях, когда вокруг притеснения, люди будут однозначно приходить ко Христу. Будет ли это великое пробуждение? По-разному всегда все бывает. Кто-то находится в большом пробуждении, кто-то к этому пробуждению идет, кто-то пытается под это пробуждение основания заложить. То есть у каждого какая-то своя миссия, какое-то свое призвание. Успешная церковь, церковь, знающая свое призвание и делающая все для того, чтобы это призвание достигать. К сожалению, для многих успех церкви – это не про деньги, не про здание, даже не про количество, к сожалению, для некоторых. Хотя все, что живое, оно всегда будет расти. Да, оно всегда будет расти. Есть ли какая-то общая конечная цель у всех церквей? Конечно, если говорить об общей цели, наша ответственность церкви приготовить себя как невеста, которая готовит себя, да. Невеста, которая готовит себя к браку, которая готовит себя к встрече с женихом. И для любой церкви это глобальная цель. То есть церковь должна делать что-то для того, чтобы, как Библия говорит, очищаться, да, то есть освещаться, очищаться. Церковь, она растет духовно, она растет в зрелости, и это большой процесс, который происходит. Главное, чтобы эта церковь не была, как те 5 дев, которые уснули, да, они уснули, масло не взяли, светильники погасли, потом двери закрылись, они там стали в эти двери тарабанить, проситься, а было поздно. Они пропустили что-то, они за вот этой суетой, которая вокруг, так как мы живем в мире, этот мир постоянно от нас что-то требует. Он поглощает наше время, энергию, силы. Целевое направление, оно сбивается на этот мир. И люди, они думают только о вещах этого мира. Церковь, которая думает только о мире, она не готовит себя к встрече с женихом. Первая и главная, глобальная, скажем, там, задача, глобальная цель для церкви – это готовить себя к встрече с женихом. А что с пробуждением? Грядет ли пробуждение? Как-то мы зависим от пробуждения. Где, в нашей стране или по всему миру? В нашей стране, конечно.
С А, чего начинается пробуждение? Как нам это спровоцировать? Пробуждение, спровоцировать. Не знаю, наверное, мы уже видели какие-то первые или зачатки этапов того, что должно было происходить. Мы видели, как люди каялись повсеместно. То есть, куда бы ты ни приходил, куда бы ты ни приезжал, ты начинаешь говорить об Иисусе Христе, всегда находились какие-то люди, которые хотели слышать, которые принимали и воспринимали. Потом мы видим, что что-то поменялось в духовном мире, какое-то большое противостояние началось, религиозное, что ли, межконфессиональное. Потом мы видели определенный отток из церквей, мы Мгм. видели определенные потрясения, которые происходили в церквях. Мы видели скандалы, к сожалению, тоже мы видели, да, мы видели падение больших, причем серьезных служений, больших серьезных служителей. Вот это, ну, тоже шрам оставляет на сердце церкви. Но при этом церковь становится зрелой, она делает для себя какие-то выводы, берет какие-то уроки, она начинает для себя переосмысливать и пересматривать пути, которыми она шла, и начинает делать что-то по-другому. Сейчас мы настроены немножко на другое пробуждение. Наше пробуждение в том, чтобы каждый человек в церкви, во-первых, был не просто прихожанином, то есть человеком, который пришел, дал деньги, хорошо послушал, а потом, может быть, кого-то в следующий раз с собой привел. Мы хотим, чтобы это были ученики. Это люди посвященные, это люди, которые хотят угодить своему Богу, это люди, которые несут определенную ответственность, понимая, что на них есть призвание, и это люди, которые хотят двигаться в этом призвании. Поэтому сейчас такой период, когда мы делаем учеников, мы хотим, чтобы каждый в церкви становился учеником. Эти ученики в конечном итоге, они будут дальше делать учеников, и это другое качество, это что-то другое, чем то, что мы видели, например, в 90-х или в начале 2000-х, когда огромное количество людей приходило, и потом также это количество людей могло уходить, потому что Мгм. такое впечатление, что у большинства из этих людей корня не было. Им что-то пообещали, они пришли на эмоциях, все было классно. Пока было классно, они с нами, а потом эти люди куда-то делись. Я считаю, что вот эти вот ученики, которых мы собираемся сегодня взращивать, эти ученики, они в конечном итоге будут открывать новые церкви, новые служения. И пробуждение, оно будет немножко другим. Я верю, оно будет, и оно будет немножко другим, чем то, как мы это себе представляем. Что там просто раньше было ау, и все на Бегут. этот ау прибегают. Да. Сейчас из церкви будут выходить качественные люди, это будут люди зрелые, это люди с пониманием своего призвания, они будут начинать что-то для Бога, и будет умножаться количество самих церквей, будет умножаться количество самих служений, будет умножаться количество миссионеров, это людей, которые выходят в мир, выходят на миссию для того, чтобы продвигать Царство Божие. То есть, может быть, мы будем видеть не так, как это было в 90-х, большое количество людей там в одной церкви. Мы просто будем видеть повсеместно новые служения церкви, что-то в этом роде. Я это так вижу, во всяком случае. Если мы подытожим всю нашу информацию, есть о чем, На есть о самом чем деле эта поразмышлять. тема вообще бесконечная. Говорить о церкви, это можно часами делать. Какие, наверное, 3 самых важных пункта или 3 самых важных вещи в церкви? И если они не соответствуют, может быть, нужно задуматься о смене церкви? Ого, да ты... Отсылочку оставим вам в подсказку. Но 3 А, каких-то важных вещи, на которые нам всегда нужно обращать внимание и за которыми Церкви Христовой нужно следить. Насчет уходить из церкви, это вопрос очень серьезный, и это то, что люди должны сделать очень взвешенно, не на эмоциях, потому что иногда смотришь, человек ушел из какой-то церкви, спрашиваешь, ты почему ушел оттуда? Ну, не знаю, я как-то себя там чувствовал Мало неловко, любви. да, там, любви мало. Ну, это такие вещи, которые невозможно прочувствовать. На самом деле, Бог призывает людей в церковь, Бог призывает людей в разные собрания, и, конечно, есть собрания растущие, есть собрания живые, есть собрания, где определенная атмосфера способствует духовному росту. А есть, к сожалению, такая атмосфера, которая, наоборот, задавливает людей, и она давит инициативу, она давит какое-то желание у человека куда-то двигаться, расти. Причина, конечно же, для того, чтобы человек ушел из церкви, но к этому надо всегда подходить очень взвешенно и здраво. Очень взвешенно. То Мгм. есть человек должен понимать, что он делает, почему он это делает. У него должна быть уверенность, что за его решением стоит как минимум Писание, стоит Слово Божие, что этот человек делает не на эмоциях, такое важное решение в своей жизни. Потому что быть частью какой-то церкви, это сродни, вот это вот решение, да, в какой церкви я буду, это сродни тому, где я буду жить и кто будет моя жена.
То Мгм. есть это то, что влияет на всю твою жизнь фактически. Поэтому это важное решение, к которым человек должен взвешенно подходить. Три Ну, вещи, да, 3 главные. вещи. Я считаю так, что, во-первых, церковь должна быть здравая в учении. Доктрина. Доктрина, это важно. Человек должен приходить, и он должен слышать здравую доктрину. Второе, там должна быть атмосфера созидающая, плюс атмосфера поклонничества, атмосфера, где люди чтят своего Спасителя. Это вот место, где поклонение, оно не задвинуто куда-то. Первое, доктрина, второе, атмосфера, то есть это люди, которые создают определенную атмосферу. И третье, что важно, например, вообще мы говорим о том, чтобы уходить из какой-то церкви. Смотри на служителей церкви. Ведут эти люди благочестивый образ жизни? Мгм. Есть ли какие-то стандарты моральные? Есть ли какие-то стандарты святости, чистоты, к которой эти люди стремятся? Об этом они говорят, они таким образом живут. То есть вот эти вот моральные стандарты или стандарты света, стандарты святости, которые культивируются руководством, служителями церкви, это третий важный фактор, на котором все будет строиться фактически. Доктрина, Доктрина, поклонение, да, атмосфера вся, атмосфера и благочестие служителей. да. Определенный, скажем так, стандарт или стандарты, которые являют, показывают служители церкви. Это важно. Печально, что я наблюдаю, что есть часть служителей, которые говорят классно. Они очень классно говорят, они двигаются в дарах духовных. Но ты когда смотришь на их жизнь, на какие-то стандарты, которых они придерживаются в отношениях с людьми, в отношениях, например, в браке по отношению к жене или к мужу, когда ты смотришь на их уровень чистоты, честности в конечном Мгм. итоге, ты думаешь, я бы не хотел. Просто смотришь, думаешь, я бы не хотел быть частью этого всего. Потому что там нет никаких стандартов Мгм. вообще. Ну, я думаю, мы вернемся за второй частью. Друзья, если у вас есть вопросы, если вы хотите продолжение, ставьте плюсики, задавайте вопросы. На самом деле гигантская тема. Классно было бы, если бы вы могли какую-то обратную связь с нами поддержать, с человеком поддержать. Она могла бы, может быть, на основании ваших комментариев, вопросов, какие-то вопросы скоординировать, и мы могли бы поговорить о тех темах или о тех вещах, которые вас касаются, связанных с церковью. Потому что о церкви можно на самом деле говорить очень долго, очень много, это гигантская тема. Это вся наша жизнь. Мы, пока мы на земле, мы являемся частью церкви, за которой однажды придет Иисус Христос. И церковь – это единственная субстанция на земле, которую Иисус любит больше себя самого. Так говорит послание Ефесянам. То есть церковь это не что-то такое абстрактное, церковь это не что-то такое забытое на земле, это не какая-то странная организация человеческая. Церковь это что-то, что сам Иисус построил, что Иисус очень сильно любит. Ради церкви он вернется на землю, и церковь она всегда в его сердце. На этом Вот так. закончим. Да. Пока.